мнение. Да, Леша, давай, Да. и твой собственный опыт тоже было бы интересно. Да, я тут, так как приобщился к философскому знанию, просто скажу, что эта проблема, языковая проблема, вот, которую мы сейчас обсуждаем, она какая-то подпроблема. Есть более широкого плана проблемы. Я вот ее назову так, простыми словами, вот, завоевание своей собственной родной культуры. Эта проблема появилась где-то в середине 20 века у нас в республике. И она совсем с языком не связана была, когда вдруг саха, они, как правило, были из сельской местности, вдруг осознали, что тот уклад, который сложился где-то к середине, ну, существовал на протяжении веков, до середины, скажем, 20 века, он уходит, он растворяется. И весь взлет, мне кажется, весь взлет якутского профессионального искусства, это как раз и было, по большому счету, ну, конечно, закавычить надо, оплакивание уходящей традиционной якутской культуры. Про язык там никто не заикался, потому что язык это появилось где-то к 80-му году, когда мы уезжали, городские саха, в деревню, и когда нас начинали в каждом доме учить. Ты почему, городской мальчик, приехал и не знаешь свой родной язык? Вот эта проблема, которая вот сегодня у некоторых прозвучала в плане критики, она еще была 40 лет назад. 40 лет назад для городских ребят, которые уезжали вот как раз которые уезжали как раз в деревню. Да, вот я, наверное, точно в Горном Улусе или Верхневилюйске с этим сталкивались. Мы тоже сталкивались в других улусах, куда ездили на лето к бабушке, дедушке, да? Ну, дедушек уже не было, к бабушкам. Так что это вот широкая проблема. И вдруг саха, которые родом из села, вдруг осознали, что их внуки и тем более правнуки вдруг начинают говорить больше на английском и русском языке. Я хочу сказать, что это проблема не якутского языка, это проблема всех языков, в том числе и русского языка. И русский язык, смотрите, на наших глазах деградирует капитально. Ну где вот этот классический русский литературный язык, и то, что вы сейчас слышите, это тоже сплошные вот жаргонизмы и американизмы и так далее. У нас вот, я как раз в статье Яне показывал буквально сегодня, там у нас же, вот если так подсчитать этот контент-анализ, там, наверное, в русском языке, наверное, уже минимум 20-15% англоязычных или каких-то латинских или специальных каких-то там оснований, совсем не русского языка. Вот в этом плане. А вот для саха, которые урбанизированных саха, вот эта проблема как раз актуализировалась вот именно во владении языком, во владении якутским языком. И это тоже вот проблема, она где-то, мы вот с Егором обсуждали, она затрагивает после 30, а больше, наверное, после 40 лет. После 40 лет, когда ты органически к этому пришел сам. Это, я не знаю, это с чем связано, да? Это связано, это со смысложизненными вопросами, которые у человека только после 45 лет возникают. Вот у Егора это было после 40, у меня тоже где-то так, да? Это ты сам пришел, а не кто-то там тебя тыкал пальцем, да? Иди учи язык. Это к этому ты сам постепенно органично приходишь. Поэтому в этом плане и проблема вот здесь, и еще много-много разных проблем может быть изучения языка, вот в плане того, что это сложно. Я сталкивался, вот личный опыт, да, когда я уехал в Штаты, и там у меня был опыт стажировки в течение года на английском языке, там у тебя комплексов по поводу того, что ты должен начать говорить. Ты хорошо понимаешь английский язык, но ты говорить не можешь. Оказывается, это физиолого-когнитивные проблемы. Оказывается, строй языка через 2-6 месяцев записывается строй языка на подкорке. Ты все понимаешь, а сказать не можешь. Да, и американский преподаватель всегда тыкал и говорил: Алексей, скажи мне что-нибудь, да? Ты понял, да? Ну, на английском. Я вставал и глупо улыбался и говорит: no, I don't understand. Что ты сказал сейчас, да, типа такого. Да? Вот, а сказать, или не понимал, а сказать тоже очень трудно было. Вот, а здесь еще комплексы добавляются. Потому что ты выглядишь совершенно совсем как саха, и как это тебя воспримут, тут поэтому какой-то такой определенный уровень затруднений возникает гораздо сильнее, да. И здесь много сегодня уже прозвучало вот таких методик и так далее. Я тоже согласен, что искусство, высокое искусство, оно
где-то надо, вот язык должен быть наслушан, да, строй языка должен быть тоже в подкорку записываться, когда он красивый. Ты смотришь по части телевизор, да, там единицы могут хорошо говорить, а к остальным вызывает все это раздражение. Они стоят или сидят и о чем-то говорят на ломаном якутском языке, и это немножко тоже очень сильно раздражает, как ни странно, да. Поэтому вот здесь специальные методики, видимо, какие-то. Это то же самое, вот якутская классика. Якутская классика, мне кажется, да, я вот сейчас думаю, вот надо смоделировать или Аланхо, и вот здесь русский язык, вот здесь якутский язык. Вот они параллельно идут, и ты вот читаешь, начитываешь, и вот этот строй языка, мелодику в подкорку записываешь. И потом, и какие-то вот здесь надо придумать культурные ниши, в которые человек мог бы от комплексов освободиться и начать говорить. Без того, чтобы не ощущать критику со стороны, да? Наоборот, да, наоборот. И тогда в англоязычной культуре это было легко делать, потому что они же знают, что ты иностранец. Поэтому с снисхождением относятся. И ты говоришь на ломаном английском, и они улыбаются, и что-то понимают, и так далее. Но потом, через 2-3 месяца, ты начинаешь лучше говорить. Просто надо говорить, и постепенно ты разговоришься. Есть такой опыт моих родственников. Да, они специально, они выросли, специально росли, и вот у них родились дети, им становится 1 год, потом 2 года, потом 2,5 года, и они ждут, они разговаривают только с ним на якутском языке, и папа, и мама, да. Его отправляют в детский сад, якутская группа, да, и они ждут, когда сын заговорит на якутском языке, но сын начинает говорить на русском языке. На русском языке. А здесь уже вот этот другой пласт проблемы, онтологический, но я в эти дебри не буду забираться, да. Вот это очень сложная проблема. Она почти фундаментальная, эта проблема неразрешима, потому что в многонациональной стране сохранить вот этот баланс очень трудно. Очень трудно. Поэтому я просто говорю, тут какие-то ниши должны быть, в которых должен якутский язык оккупировать, и которые якутскому языку надо, как говорится, дать право первой ночи, да, чтобы чтобы там все это реализовалось, потому что, чтобы человек чувствовал себя живым через язык этот именно, да. А вот почему так происходит? Потому что люди начинают чувствовать себя живым, а это вау-фактор. Он раз увидел мультик на английском языке, диснеевский мультик, вау-фактор, а это что такое? Это вот такая живая реакция, и эта живая реакция сразу под корку записывается на этом языке. Это вот, наверное, вот физиология тоже, да, какая-то, физиология такая. Да, импринтинг какой-то, да. Поэтому проблема сложная, многогранная, но нельзя руки опускать. Это, в принципе, ее можно решать. Спасибо большое, Алексей.